Добрый день, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем наш буддийский путь. 7 июня 2022 года Камбалама Республики Тывагелек Нацик-Торжу встретился с учеными Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. И прошла историческая дата, когда из управления Камбаламы, из Тувинского духовенства глава всех буддистов Тувы смог встретиться с учеными после длительного перерыва. И на этой встрече он встретился с директором, с учеными, и он поделился со своим мнением и рассказал о том, что как нужно развиваться и двигаться. И он объяснил о том, что человек находится в мире желаний. Это один из низших миров в структуре Вселенной. В высшем мире желаний находится мир форм, далее мир без форм. И он говорил, что когда мы находимся в мире желаний, все люди должны понимать о своих желаниях и уметь распознавать эти желания. А желания, они бывают разные. И есть один ученый, который структурировал потребности, и он выявил пирамиду потребностей. Американский психолог Абрахам Маслоу, он выявил структуру потребностей. И фундаментальной потребностью человека является физиологические потребности. Далее это потребность в безопасности, потом потребность к принадлежности, любви, потом потребность к почитанию, далее потребность к познанию. Более высокие потребности – это потребность к красоте, и на пике пирамиды находится потребность самоактуализации. И когда человек удовлетворяет первичные потребности, далее он переходит на более высокие потребности. И на пирамидке, на вершине пирамидки находятся потребности самовыражения, они тесно связаны с потребностью личностного роста. И когда человек стремится к познанию, познание – это способность ума узнавать, выявлять, принимать информацию, анализировать эту информацию. Далее потребность в красоте и самоактуализации, они связаны с такими способностями, как самоанализ, самонаправленность и все, что связано с самодостижением. И когда у человека правильно выстроены эти все желания, все потребности, когда человек знает, что он хочет в этой жизни, и главная цель человека – это быть счастливым, и он достигает эти цели в жизни, чтобы обеспечить счастливую жизнь. Но в буддизме понятие счастья, оно связано с истинным и полным пониманием счастья, потому что главная цель человека – это достичь просветления, это достичь все знания и понимания реальности таким, каков он есть на самом деле. И когда человек, живя в мире желаний, он понимает, что человек – это не самое такое существо, которое обладает супер возможностями, потому что есть более высокие классы существ, и они обладают более высокими силами. И тогда, когда человек выстраивает правильные взаимоотношения с разными существами, с разными людьми, в семье, на работе, где бы он ни был, и когда он правильно относится к объектам, которые его окружают, тогда он становится более бдительным и внимательным. И на этой встрече
глава буддистов, рассказал о том, что в последнее время люди, чтобы выстроить вот эти отношения, человек и природа, человек и человек, он, особенно в летнее время, заметно, что каждая семья, каждый род в разных кожунах стараются провести в теплое время обряд сан. Это подношение явств духом местности, духом воды, гор, рек. И так они просят благопожеланий. И когда у человека есть вера, а вера — это один из положительных качеств ума, тогда у него появляется стремление, и стремление, которое связано с уверенностью и знанием того, чего он хочет. И что касается положительных качеств ума, мне бы хотелось больше сейчас затронуть эти положительные качества. Помимо веры, это самоуважение, это забота о других. Далее это энтузиазм, податливость, добросовестность, равновесие и невредительство, а также это непривязанность, не гневливость и не неведение. И вот эти 11 качеств ума, они связаны с 51 ментальным факторами ума. И когда человек развивает вот положительные качества, он будет более крепок и более стойким в преодолении препятствий в жизни, потому что когда у человека наиболее высокие цели, и чем выше эти цели, тем больше препятствий, тем больше возникают трудности, и человек готов преодолевать эти трудности только благодаря развитию его положительных качеств ума. И учителя советуют, что когда появляются проблемы в жизни и когда приходят маленькие проблемы, нам нельзя поддаваться эмоциям и чувствам, и как говорят, не делать из мухи слона, то есть из маленьких проблем не делать большие проблемы. И когда есть маленькие проблемы, не преувеличивать и не взращивать, как на дрожжах, потому что все проблемы, они приходят и уходят, и все можно преодолеть, претерпеть, переступить, пережить. И нельзя поддаваться таким кратковременным результатам, потому что когда человек ставит долгосрочные планы, и он знает свою направленность, он знает свое предназначение и ставит определенные цели в своей жизни, и он видит эти цели, и он стремится к этим целям, тогда его жизнь становится более осмысленной. И самое главное, когда мы достигаем цель, не переступать или не переходить на другие рельсы, не откладывать, не отказываться от своей цели, а взять полную ответственность, полное понимание того, что только от нас самих зависит наше счастье. И когда человек, он более отважно и как герой Бодхисаттва идет к своим целям, тогда, преодолевая эти все препятствия, он получает прекрасный опыт, он получает жизненный опыт, что является очень ценным для человека. И наш духовный лидер говорил, что мы никуда не денемся от своих корней, от своей истории, поэтому для нас, тувинцев, важно сохранять свой родной язык, знать свою историю, сохранять свою культуру, это традиции, обычаи. Это все те духовные знания, которые мы приняли от своих дедов и прадедов. И мы должны изучать это, потому что
фольклоре, в литературе сохранились те идеи, те основные концепции или народная мудрость. И мы должны постоянно обращать внимание на тувинскую литературу, на сохранение нашего языка. И особенно задача ученых – это создавать и писать очень простые и доступные литературы. Это не только научные статьи, а главная цель должна тесно быть связана с нашим народом, с чаянием нашего народа, знать их потребности и знать их желания, к чему они стремятся и что они делают и как они живут. И тогда, когда мы будем знать все желания людей и удовлетворять их желания, это будет самым правильным. А для того, чтобы понять и узнать желания других, конечно, нужно обладать определенными способностями. И человек, достигший высоких реализаций, он может увидеть и прочитывать мысли другого человека, знать его все желания, потребности. И когда мы вспоминаем Будду Шакьямуни, который дал себе обет и дал себе обещание под деревом Бодхи до тех пор, пока он не достигнет просветления, он не встанет и не перейдет на другой путь. И всю ночь он в позе медитации, визуализируя прекрасное, к нему приходили разные духи, разные злые провокации, чинили ему препятствия. И Мара отвлекал его от объекта визуализации, чтобы он прекратил эту медитацию. И Будда Шакьямуни, он не приостановил свою практику в течение всей ночи, медитируя, он достиг на рассвете просветления. И тоже так же мы, не переступая и не отказываясь от высоких целей, нам нужно идти по направлению, по предназначенной цели и достигнуть того, чего мы загадали и чего мы хотим достигнуть. Также хотелось бы пожелать всем нашим жителям, тувинцам, чтобы как можно больше они обращали свой взор на три драгоценности, на объекты, высокие объекты, как Будде, Дхарме и Санхи. И когда взращивается эта вера в три драгоценности, и когда вера становится непоколебимой, она становится прочной, как алмаз, прочной, как драгоценность, тогда человек, он не уйдет со своего пути. И когда есть вера у человека, и когда есть твердая намеренность, и когда есть решимость, терпение и усердие, он обязательно достигнет своей цели. Поэтому мы пожелаем, чтобы каждый из нас нашел свой правильный путь, шел по правильному образу жизни, по правильным мышлениям, правильному пониманию. А главное понимание заключается в том, что, как наши предки говорили, что наша жизнь — это мегичи сарыгуртемджей. Это значит, наша жизнь не такая, каким она кажется нам. Она совсем другая. И поэтому, не привязываясь к этой жизни, человек может достигать
и развивать более высокие цели своей жизни. Спасибо вам большое. До свидания.